Сюда сегодня одни пришли, чтобы вспомнить Бутаева, а другие, чтобы узнать его. Вот для меня настоящая выставка – это просто откровение. Это, конечно, мощный художник. Это мощный, энергетика сильнейшая. Он был чист, он был кристаллен. Понимаете, он кристально творил свое искусство. Он отдавал себя детям, он учил, он приобщал их к прекрасному. Он дарил самого себя. Он был уважаем и любим многими. Однако судьба талантливого художника и его наследие драматичны. Грандиозные планы и безвременная смерть. Бесстрашный замах на собственную, великую в своей простоте философию жизни и уплывающие навсегда смутные очертания его неразгаданной, прекрасной вселенной. Если это два типа светлых людей, одни, они могут отражать свет, и они прекрасны этим, а другие излучают свет. Вот Ефим, наверное, излучал этот свет. Смотря на него, я вижу его трепетный мазок, я вижу его живое это участие и пульсирующая кровь в его рисунках. Когда я увидела ее в рисунке, я сразу ахнула, вот я честно скажу. Я сразу вот почувствовала, что это мастер. Мастер с душой. В его маленькой закопченной робе помещалась такая душа и такая светлейшая голова, что уму непостижимо. Танк хоржла гудиевим, танк я нам шафтывацаган никузан. Ахайна рохкана. Он был человеком солнечного достоинства, Ефим. Ефим Бутаев – художник и скульптор. Родился в Алагире в 1909 году. Когда я была в 3 классе, мне нужно было приготовить на школьный конкурс презентацию. Так как информации и источников для получения этой информации было очень много, я имею в виду об Ефиме, все его рисунки, можно было, так как я живу в Алагире, и он очень во многих домах рисовал или занимался там каминами и так далее, можно было ходить, фотографировать все это и также добавить в качестве материала в эту презентацию. Во время подготовки к этой презентации мы ездили в Бирокзанг, мы фотографировали там, если вы помните, там же на стенах, вот они же все разрисованы. В Ильхотово мы тоже ездили, фотографировали в его доме, который в Алагире находится, а потом там дом моего дяди, там тоже все стены разрисованы. Мы подготовили эту презентацию. Большая часть учителей, которые меня слушали, в том числе и завуч, и директор моей школы, они не знали ничего об Ефиме, но после моей презентации они еще задавали мне вопросы, так как им очень понравилось. Родился Ефим Михайлович Бутаев 31 декабря 1939 года в Алагире, в бедной семье горца. Отец работал по металлу, изготовлял клинки и кинжалом, знал также кузнечное дело. В детстве Ефим иногда заглядывал в кузницу отца, наблюдал за его волшебной работой, завороженно смотрел на пламя и летящие из-под молота искры. В 41-м, в первые дни войны, отец ушел на фронт, откуда ему уже не суждено было вернуться. Бутатай хаштма асидиш спаршазар адемаги фундер. Мы знал, что шиждахтиш фанзай фарашт, у фанзай фарашт адемаги налышидишь. Вот я схазар вандаге ма рахаб каштардер удиш сжамант каштар Иван. Пёсрашта что удиш шахав служба смершка, ход то есть смерш шпионов, это военная контрразведка. Хихисал. Салдара адемаги машимбалтан, пёсрашта что чижта, яхан, дугой мата хашты каймоди шахан. Мы ждун дишек то сортой.
События и обстоятельства военного времени, несчастье, горе, потери, постоянное чувство голода наложили печать на характер Ефима Михайловича и на формирование его творческой индивидуальности. Я магр хабартай ракута, я маден вцагдер мана гуллагай халав кутбахта. Я хи санедан калдар наудяхам тың магр тайфаком ли тың магр тай. Когда в 1942 году в лагере шли ожесточенные бои, маленького Ефима, не успевшего добежать до укрытия, контузило разорвавшимся снарядом. После этого он начал заикаться. Трудные времена настигли семью в послевоенные годы. Матери Ефима Бутаева Екатерине, которая осталась одна с детьми, помогали родственники из Ордона. Они забрали к себе Ефима, а позже и его старшую сестру Ирину. В школе Ефиму больше нравилась геометрия. Также он очень любил рисовать, а еще очень много читал. Говорили, что ни одна школьная стенгазета не обходилась без рисунков Ефима. Вся школа с любопытством ждала новый выпуск. Кого же изобразит Ефим на этот раз? После школы Ефим Бутаев поступил на художественно-графическое отделение художественного училища в Орджоникидзе. Вступительный экзамен нам куди, я от баттыштам залы, мольберта, юма вортфешты. Мы он покаштан на жонгалапу, фаламантынга хышкота рисование дерш, живописьтер на мультикаг экзамен, вот дармантынг бахышкота. Что я вот уже бажто на лагираглапу, бутатлапу, тынг способный уди скульптуры. С 1958 года по 1961 год Ефим Михайлович проходил службу в Ростовской области. После демобилизации молодой человек решил поступить в Строгановское училище в Москве. На подкурсах перед вступительными экзаменами Ефим Бутаев имел неосторожность раскритиковать постамент знаменитой скульптуры Веры Мухиной, рабочей и колхозницы. Дело в том, что когда в 1937 году скульптура Мухиной была вывезена на международную выставку в Париж, мир увидел ее впервые на 30-метровом постаменте. А позже, когда скульптуру перевезли обратно в Москву, она оказалась на 10-метровом постаменте, который Мухина называла пеньком. Так вот, за то, что Ефим Бутаев поправил преподавателя, что у постамента рабочая и колхозница должна быть высота не менее 30 метров, его срезали на поступлении в училище. Кстати говоря, в 2009 году после реставрационных работ высота постамента скульптуры составила 34 метра. В 1962 году Ефим Бутаев поступил в Ростовское художественное училище имени Грекова. Рисунок в училище был одной из главных дисциплин. Это очень серьезное училище. Оно в России котировалось как институт, как Академия художеств, как московские все университеты и художественные заведения. Вот. И поэтому он очень серьезно там работал, изучал анатомию. Вот это для него было самое главное в рисунке. Анатомия человека, анатомия лошадей, коней. А коней он очень любил с детства. И поэтому он знал каждую косточку, где у коня, где она там находится. Невозможно быть равнодушным рядом с талантливым человеком. Я очень люблю художников, скульпторов, потому что это всегда интересные люди. Иначе быть не может. А Ефим в этом отношении, по моему убеждению, был просто человек уникальный. Он много читал, он много знал. Для него кумиром, конечно, был Микеланджело и ростовский скульптор Корольков. Королькова он просто боготворил. Корольков был первым иллюстратором «Тихого дона» Шолохова. Корольков вырос на конном заводе своего богатого родственника и был великолепным лошадником. Он великолепно рисовал лошадей, и Ефим увлекся лошадьми. Знаменитые его горельефы на театре имени Горького «Гибель Ванде» и «Железный поток». Ну, не случайно это говорит о хорошем вкусе, потому что многие мастера скульптуры говорят о том до сих пор, что
эти корольковские работы – это непревзойденные ни в российской, ни в советской скульптуре такие жанровые композиции. Кстати, в свое время, в годы оккупации, немцы хотели их вырубить и увезти в музей Германии. Так что, я думаю, это не до конца оценено еще. А вот Ефим мог это ценить, он очень ценил этого художника. Ефим Михайлович получил в стенах училища специальность архитектурно-декоративная скульптура. Большой удачей для него, выпускника учебного заведения, молодого специалиста, был заказ на оформление въезда на территорию конезавода имени Сергея Мироновича Кирова, который располагался в 110 километрах от Ростова-на-Дону. Надо было изваять не просто коня, а знаменитого скакуна по кличке Пепел, на котором прославленная наездница Елена Петушкова завоевала на международных соревнованиях высшие награды. Кони. Ефим, как и всякий горец, страстно любил этих красивых, грациозных животных. Он изображал их в разных ракурсах. 2 года жизни отдал Ефим Михайлович этой работе. 2 года он практически жил в конюшне. Танцующий красавец, скакун Пепел на 3-метровой бетонной платформе стал признанным символом Кировского конезавода. Впоследствии даже возникала идея сделать эту скульптуру символом Ростовской области или фрагментом ее герба. وقت كالتم جالتيت إيشت سمي ما سراي الرجع أما يور دقي أفتديش شبردم. Он приехал в Комсомольск-на-Амуре, искал работу скульптора. Ему говорят, нам, говорит, скульптор не нужен, нам, говорит, нужен гончар. А там был цветочник какой-то, совхоз, а он вообще не умел. Пришлось ему самому с нуля учиться. Я просто сам знаю, что без наставника вот на гончарном круге, с нуля научиться это очень тяжело, очень тяжело. А он сумел. Молодому мастеру пророчили блестящую творческую карьеру, но он вернулся домой, в Осетию. Askhazar kutoi ودي بلانت وتكن أفتودي ولا دكاك يساعدني. مرترو سام كشوت قدينا ودي إشكالن ودي ولا نيش كوتا يفتي جردي أفتح جاختا. يفهم مسمى باب نوتايت. وأنا قدينا كوتا تاجيو أفتح جاختا. عقدي الكرو. ما يفشتش كانشتا. دي لا أنت يا مدي. В середине 70-х Бутаев творит в скульптурной мастерской в подвальном помещении Дома культуры Алагиры. На непродолжительное время он создает целую галерею портретов, бюст Пушкина, бюсты известных земляков, портреты своих друзей и знакомых. С 1976 года Ефим Бутаев работал в селении Беракзанг. Он вел в школе уроки рисования и труда, одновременно исполняя обязанности кочегара, сторожа, слесаря и плотника. Он жил безвыездно в Беракзанге, и когда я к нему приезжал я довольно-таки часто. Посидев с Ефимом часа 3-4 вот в его грязной, закопченной кочегарке, после него я уходил с таким ощущением, что я вынул свою душу и прополоскал ее в чистейшей родниковой воде. Вот настолько это был светлый человек. حمله گودینا اما اخشاب در بندر بون جمالون دی کوشون دیش مویا خبر کشتکوتا وسکاتیلنی اما زلا جفرتنا بابخشت تاج بیکو دافته افجالی یونگه کشتانا قن وسه پسته
Ефим кшта цепарлач башты. Юзав хоз артата качи гарты башты. Ама котельни ахам фарштан и куд мамана самайдар штахштан куд каухи савафте нико райташтун. Ефиман цебаргонды дияви не якуди баракканен. جونا يفيم وميش ود شولتن در قارمو شكولاي در قارمو. Была у Ефима Михайловича и маленькая комната при школе Бирокзанге. В сущности, это и был его дом. Здесь он прожил всю жизнь, изредка выезжая в Москву или в Ростов-на-Дону. Каждый день был заполнен работой. Тут одно, тут другое. Но тут он поделил философов, мыслителей, начиная с Пифагора, Архимеда, там Леонардо да Винчи, с этой стороны Менделеев. И он как бы связь времен показывает, я так думаю. Детям очень интересно. Вот на пролете между вторым и третьим этажом у нас серия спортсменов. Это борцы-вольники, начиная Кату Булая и вот заканчивая там Асланбек Хадацев. Это он опять-таки из прошлого им дает наставления на будущее. Очень воспитательный такой момент идет. Вот посмотрите, вот он в каком веке Була начал, и вот продолжают. А мы продолжим это дальше. Alle праздник мадар, alle баракбом мадар, кай класс руктай, кай рисунок тaqdi, камера шубна фишен qadi, аманан Ефим танга хашуди. Фон швалон den код кам декретный отпуск, кам рынчим фавай швалон, мою мабаштурок такотта. Мою крбасеттен. Ведью журналу ди булдар пятта. Ефим. Ю булдар жагын, адон жагын сышты, маслаби ученик тандар жагын. Грандашыл хасын кыжуна, одын пят вырынқау. Яфтай мын пятта ю байзак котта журнал. Ефиму Михайловичу удается создать в подвале школы керамическую мастерскую, где он сам складывает обжиговую печь, учит детей гончарному делу. Он оставил большое количество рисунков, на которых изображал собственные руки, мнущие глину, формирующие изделия, вытягивающие или сжимающие ком мягкого материала, который подчиняется малейшим изменениям направления пальцев гончара. Эти рисунки, изображающие различные фазы работы над глиной, он использовал в качестве учебных пособий. И вот этот гончарный цех был таким светом в темном царстве для всех одаренных, талантливых детей, учителей, взрослых, вообще жителей нашего села. Все приходили, он учил всех. Он очень хотел, чтобы все и учителя, и дети умели это делать. Ученики его понимали и любили. Многие из них поступили в высшие художественные учебные заведения. Когда вот в подвал первый раз зашел, и когда вот под светом горящей бумаги так осмотрели, мы посмотрели гончарный круг, и тогда вот какой-то такой какой-то сверху голос, это мое. И, в общем, сразу такой интерес. Работа за гончарным кругом – это все равно, что езда на велосипеде. То есть пока ты не сядешь, пока ты не попробуешь, я тебе на словах не смогу объяснить. Пару фраз, вот попробуй сделать вот так, попробуй сделать вот так. Все, он меня оставлял, и я там уже дальше как бы сам доходил до этого. Он по-своему вообще смотрел на жизнь, и меня вот не то чтобы, вот то, что я сейчас занимаюсь этим делом, керамикой, а вот то, что вот его как бы воспитание меня, да, вот и воспитание не такое, делай так, не делай так, а вот именно своей жизнью, своими поступками. Я думаю, что он меня даже как-то вот в характере сломал, ну, сломал какие-то вот, какие-то негативы. Кагам клашуй, клашуттан
მე სკოლა მე რაჯერსთან მე ხიმა ბაქოთა ჟდარ შაბრგა ემ ბაიტონ კუშენ მომიფაშტ ნუ რა არგომ ქოთა აივად უსდამ ფადან აივად ჟდამ ნუ ჟდარი ავთ што ნარა ხიმა Ефиму Бутаеву советовали наладить выпуск керамики на продажу. Но отношение к деньгам у Ефима Михайловича было особое. Он был убежден, что работа художника, скульптора, гончара – это творчество. А там, где целью работы становятся деньги, творчество умирает. Его бескорыстие вызывало часто удивление, а иногда и раздражение. В 1973 году я как раз только что вступил в Союз художников, член Союза художников, и вдруг ко мне подходит Шанаев Борис, известнейший скульптор, в возрасте, участник войны и так далее. И он говорит так, вот, говорит, из Лагира приехал один парень с каким-то проектом беседки для Тамиска, а он не имеет права через нас работу вести, потому что он не член Союза. Если можно, вместе его исполнить. А почему бы нет? Я посмотрел проект, мне понравился проект. И задумка. Я почувствовал, что он в душе абсолютный художник. Вот что интересно. Его мысли, его рассуждения в рамках художника, вот творчества. Это очень меня сильно подкупило. Это был 1973 год. И здесь была абсолютная чистота. Абсолютная. Вот с этой беседкой я впоследствии видел очень много фотографий отдыхающих, разных людей. То есть это было место, своеобразное место отдыха. Я об этом вспоминаю с большим чувством внутреннего согласия с собой, что я имел возможность с ним работать. Скульптурных работ Бутаева осталось немного. Большинство продано или подарено. Лучшим из всего, что сохранилось в мастерской, была превосходная статуя «Амазонка» высотой более 1,5 метра, отлитая из гипса с хорошо обработанной поверхностью. Также сохранились бюсты, выполненные в глине или гипсе, всего около 8. Некоторые очень живые и выразительные. В начале 80-х Бутаев получил заказ изваять памятник жителям поселка Хаталдон, погибшим на фронте. В те годы параллельно Ефим Михайлович работал над монументом Святой Георгий, победоносец. Святой Георгий, покровитель путников, стоит сегодня неподалеку от трассы в селении Эльхотово. Очень интересная, прекрасная вещь. Весь в полете, он весь молодой, он весь готов бороться со всякой дрязгой, что, я думаю, наверное, было свойственно и художнику-то самому. Он тоже не принимал вот этой вот... Все, что он успел перенести, когда он создавал этот памятник, не хватало гвоздей, не хватало цемента, не хватало там каких-то других инструментов, и все это надо было доставать, а это были 90-е годы, это никто ничего даром не давал, и вот он должен был и унижаться, и просить, и кланяться, и все, а все это, как я говорила, сварные рубцы у него на сердце остались. Особенно памятник Хаталдона ему дался с таким трудом, Вот это абсолютное бессеребренничество, которое доведенное до крайности, оно само по себе тоже интересно, потому что, как бы сказать, вот это и есть пассионарство на самом деле. То есть он на себя не обращал внимания. Мне хочется, как говорится, быть похожим на него хотя бы в чем-то. Уже о многих талантливых людях знала, и, соответственно, даже те, что они истопниками работали в советское время. Это Андрей Платонов, великий писатель русский. Талантливые люди видят мир через призму законов тонкого мира. А они не всегда вписываются в социум. Работал истопником в Бирохзанской школе, болел,
Он очень скромный человек был. Даже когда пенсия пришла, возраст пенсии, он говорит, ну что я пойду? И он говорит, ну иди просто распишись, уже документы тебе собрали. Дай мне кусочек хлеба, и вода, и чая, мне больше ничего не надо. Он действительно очень был непритязательный. Ефимычи житта, юдон юлдар, шахи, манасма махан не паддар ахоштар зиш, Ефима факашнир канир сидиш, ама я кушт, я фидабун, я арахшт, юдон адаман барнонов диш канир сидишты. Işte yaxam jıl sırtıta, yaxam namon sırtı keyfe kuttayı. Ajiyema saldır xattı şımbıltın, savgadır yemir kuttun. Ruhşagat somayte tamirlan, uymadır saldır xattı şfiltır kutta, fa rıştıgdır jmaşt rıştıg. Vatsiga mahtır fag qarun ravdıştam. Meyafta manam agromiyede fasardiş. Kutfajan sironav azalından mazal Norvejag. Yamud yafta odvatsiga. Andermana yakuştamı nadirma kurkaştiş. Od yusmay hafta kardi ademacı faraxştoy. Rashut. Уршагал юсын хаш иронал кудинежу пронзительные. Яфта адемаджи бакарту я кштете. Я знаю, его переманивали в Ордонский район. Тогдашний глава Ордонского района обещал ему квартиру, мастерскую, все материалы, а тут он, бедный, сам просил кого-то поехать глину собрать откуда-то. Он же тоже необычную глину, он собирал, он знал где-то откуда-то взять, кто-то смотрел. Все мы сами, вы только скажите «да», мы вас заберем в квартиру, мастерская рядышком, обеспечим всем необходимым, вы только творите, украшайте район, фонтаны, там все-все. Не понимали Ван Гога, не понимали Пиросманишвили, и Ефим из этого ряда. Из этого ряда огромный, большой духовный мир, и он хотел и им всех одарить, что ли, или всех отделить, или украсить эту жизнь. А жизнь в это время-то в каком была зажатом положении? Да в самом простом, у него жилья не было. Ну как можно так? Ну ладно, Цумаев там ему выхлопотал квартирку, но он не пошел. Он не пошел, он отказался. С грустью в глазах даже с какой-то говорит, ты вон видишь крапиву, возьми, говорит, ее сорви и посади в асфальт. Вырастет, говорит, не вырастет. Я, говорит, сельский человек, вот я вот такой. Вот привези меня в город, я здесь зачахну за 2 дня. С ним было очень интересно. Этот человек был совершенно разносторонних устремлений, знаний и так далее. Он очень хорошо знал нартовский эпос, он хорошо знал историю осетин. Он великолепно разбирался в поэзии, он знал философию. То есть это был одареннейший человек. У него было свыше 12 патентов на изобретение. И причем изобретения были, самые такие неожиданные. Допустим, самоходная тачка. Вот он запатентовал ее. Человек берет эту тачку в руки, и тачка сама катится, и причем под углом в 13 градусов. Ее мог закатить с грузом даже 8-летний ребенок. Ефим она код скульптор, код художник. Яхи хужан вацаган лагнаудайт тахчиндер. Мана махану куду хашкута, махнафтек хашкута икамат. Ер алчи я бунафте жаган науди, мана мен раштагней кана мабунау. Ал командарю, мана я такам нейфале гитл фашедерш канчтам жага. Он часто говорил, ум от слова «уметь». Если руки умеют, то и голова умная. И всегда этому следовал, он умел, очень много, не сказать, что все, но очень много. Он был прекрасный печник. Наверное, в Беракзанге нет дома, где бы он не сложил печку, не починил крышу, не расписал стену. Делал все это он, как правило, совершенно бесплатно. Большие возможности в нем скрытые, которые не реализовались. Но по большому счету не реализовались они не потому, что кто-то ему в этом мешал, кто-то не хотел. Наоборот, не раз ему пытались помочь. Помочь ему было невозможно. Он сам тек как-то по
своей реке сознания, реке жизни. И совершенно человек неформатный. Загнать его в какие-то рамки, дать договор, чтобы он что-то сделал ко времени. С ним можно было быть рядом, можно было им восторгаться, можно было с ним вместе работать. Но что-то изменить... 2 раза я его привозил в Ростов, когда уже работал в Ростове. 1 раз был заказ на копию двухфигурной композиции Чижова «Крестьянин в беде». Ростовские пожарные решили сделать музей пожарного дела. И они видели центром экспозиции копию вот этой скульптуры. Мы приехали, заключили договор. Очень интересно было наблюдать, когда я его 1 раз привез. Вот представляете, музей, вот такие же полы красивые, паркет, люди ходят. И Ефим Михайлович, как всегда, ну, скажем так, не во фраке, сел на пол перед этой скульптурой и с полчаса на нее смотрел. Потом говорит: ты знаешь, мы это сделаем. Мне доводить скульптуру и сдавать заказчику пришлось самому. Сейчас эта фигура стоит в музее пожарного дела в Ростове. А 2 раз я работал заместителем директора Ростовского зоопарка. И меня смущало то, что зоопарк, один из крупнейших в стране, не имеет никакой сувенирной продукции. Я договорился с директором. На территории домик со всеми удобствами, небольшой, но вполне пригодный для жилья. Пригласил Ефима, говорю: Ефим Михайлович, вот делай, что хочешь. Но от тебя нужно несколько гипсовых статуэток, животных, формы, чтобы можно было их тиражировать и недорого продавать посетителям. Он рисовал животных. Он был в восторге от того, что громадный зоопарк, львы, тигры, сделал несколько статуэток, совершенно непригодных для такого тиражирования, очень сложных, как бы эксклюзивных, как сейчас говорят. Это все осталось в зоопарке. Множество животных и птиц населяет мир Ефима Бутаева. Орлы и ласточки, кошки и бизоны, змеи и мыши. Он рисует их достоверно, выразительно и законченно. Это потрясающе. Там разговор со сланью, которая вот так вот она к нему повернула. А волки – это что-то не... Это... Вот этого волка он воплотил в героя какого-то духовного, причем не злого, а мудрого. Какие лица! И не скажешь морда волка. Это лицо мудреца. Это потрясающе. С волками связано это тотем, во-первых, очень многих народов, вот наших соседей, у них на знамени волк нарисован. Это история Ромула и Рема. Это многое чего. Суслана, когда Суслан говорит, вот когда перерезал ему ноги колесо, и он говорит: подойдите, мол, попитайтесь мною. И волки, вороны не согласились, а лиса уже хотела, я с удовольствием отведала бы его только. А волк ему сказал: нет, ты всегда с охоты, когда шел, ты мне оставлял часть добычи, я тебе за это очень благодарен. Волк смертельно опасный хищник, был им всегда и таковым остался. Я как зоолог это прекрасно знаю. И всегда волком тоже очень интересовался. И хотелось мне пожить рядом с волком. Я просто из логова взял волчонка, волчицу, во время регулирования численности. Для меня это тоже было потрясением, что можно взять звереныша из логова и получить настолько преданное существо. Она меня ждет, она живет сейчас в зоопарке. Это удивительный зверь. Так вот, вернувшись к Ефиму, его отец в свое время, возвращаясь по дороге пешком из Томиска в Алагир, подвергся нападению волков. Он был человек сильный, одного зверя, по-моему, он задушил. Его спасло то, что ехала машина, высветила фарами. В общем, хищники как-то разбежались. Он был сильно искусан, покалечен, болел после этого. И на Ефима это произвело громадное впечатление. Он всю жизнь рисовал схватку человека с волком. Каждое новое поколение художников по-своему впитывает нечто от мудрости старых мастеров, от их творческой энергии и опыта. Для Ефима Бутаева самым главным авторитетом в скульптуре был Микеланджело. Однако Ефим Михайлович никогда не подражал великому скульптору, и только в одной из работ вырвалось наружу его восхищение и желание следовать любимому мастеру.
в небольшом по размеру горельефе для украшения камина, который он назвал «Гибель нартов». Нахашкута мажан каминшканин. Шнавкута мамамиевдишта хамдамшканам. Мана шхактетен юлда дурын пистамади ефим кондышты. Тынгарахшыныди. Когда я была маленькая, и когда я видела все эти рисунки, мне казалось это чем-то необычным, потому что когда стены разрисованы и, так скажем, профессионально разрисованы, как-то это немного поражает. И потом многие его картины, они ведь там изображены женщины и довольно такие, знаете, они откровенные, колоритные, вот. И меня это удивляло. Я очень часто их рассматривала и в доме своего дяди. Большую часть своего детства я провела у них дома, и там тоже разрисованы стены, тоже этот камин. Детей было много у нас тогда в доме, дети были маленькие, и дети вокруг него тут ходят, он делает чего-то, и при всем при этом он ребенка возьмет, посадит, покажет, что как нарисовать, что как сделать. Вот он и детей привлекал к какому-то творчеству, он пытался их всех, вот, чтобы они не кричали здесь, не мешали им, вот он их посадит, и они там чего-то рисуют. Что он себя навязывал, я не могу сказать, но дети от него были в восторге. Ефим. Всем было интересно, что сегодня Ефим опять нарисовал, что он сегодня опять сделал. У меня сестра работает директором Алагирской районной библиотеки. Она пришла и мне рассказала, что есть такой художник в Алагире необыкновенный, талантливый. И что вот, мало его кто знает, он не раскручен, его никто нигде не снимали. Я приехала к ним, и мы с ним побеседовали, и не знаю, но я его расположила как-то к себе. Он мне просто показал комнату, которая была заполнена от пола до потолка его рисунками. Я была так потрясена количеством таких рисунков. Его разговорить трудно было. У него и немножко речь не всегда внятная была. И тем не менее я видела настолько красивая душа человека. Никто мои работы не воспринимает. Почему волки везде? Ну, видишь, родоначальником нартов был Вархаг. А вот это кто такие? Эти вот они охраняли яблоко. Шар их шартов. Вот. Я очень трогательный, хороший листик. Почему, может, он и разрешил мне снимать себя? Потому что он понял, что я увидела красоту в его рисунках, понимаете? Он прямо сиял весь. У него все красивые, но женщины у него необыкновенной красоты. Он любил одну женщину всю жизнь, с которой у него ничего не было. И он рисовал всех своих героинь нартского эпоса с ее лица. Они все похожи на нее. Он даже писал стихи, и они касаются только вот этой лирики, вот отношений его к ней. Мне вот такое впечатление, что женщина все-таки там больше от религии. Это хранитель очага. Жрица она была. Да, так будет точнее. Да. Гостей принимала сама Шатана. Красой неземною сияла она, и каждая складка простого наряда скрывала ее от нескромного взгляда. Казалось, что видеть сквозь воду и сушу она исцеляла и сердце, и душу. И каждый из нартов, кто стар или молод, при ней забывал про голод и холод. Я и, собственно, рисую только, чтобы порисовать баб. Вот женщину рисуешь, мы тащишься.
Его творчество отличает высота, воображение, парение в небесах, но жизнь заставляла опускаться на землю, и здесь мечты не обретали воплощения. Постоянное чувство неудовлетворенности от созданного, невозможность преодолеть свое бессилие и ярость. И как выход из этих металлических тисков рисунок легкий, летящий, певучий, свой, никому не навязанный нартовский эпос. Сказание о нартах – это такой памятник культуры народа, который позволяет нам всем высоко нести свою голову. Его видение этого эпоса является вот таким же живым и трепетным. Тот дух, который заключен в них, нам показывает, что духовная культура нашего народа, которая заложена в этом эпосе, дух культуры, так же, как и тело, требует самопищи. И вот Ефим Бутаев, он создает новый вариант, новое видение этой духовной пищи, которая необходима для того, чтобы противостоять этому злу. Впервые я узнал о Ефиме Михайловиче Бутаеве в 2008 году. И узнал я от художника Третьяковой Валентины Ивановны. Вот это вот чувством отношения к Ефиму меня зарядила Валентина Ивановна. Она стала чувствовать этого человека. Она собирала по крупицам эту информацию, писала о нем статьи. Мы стали с Муратом думать над этим. Вот. Он меня очень хорошо поддерживал, очень хорошо. Он, когда я уже, как говорится, начинала руки опускать и относиться к этому уже, да, это все, никогда ему не напечатать. Нет, мы будем работать, мы обязательно это все сделаем, я тебе помогу. Вот он-то и сделал колоссальную работу. Вот какую глыбину он поднял. Над темой эпоса Ефим Бутаев работал более 30 лет. Эта тема беспредельна. Крупнейшие художники Осетии, не только Осетии, создавали шедевры, притворяя мифологию в картины, скульптуры, графические листы. Очень любопытно следующее, что он не рисовал те же сцены, что и у Джанаева, что и у Туганова. Он рисовал совсем другие моменты. И вот трудность заключалась в том, чтобы расшифровать, а что, каким именно сказанием относится в данный рисунок. Это оказалось совершенно непросто, потому что это его личное видение. И часто он это не узловые рисовал картинки, то, что ему открывалось его глазам. А некоторые рисунки могли быть отнесены, там это похожие завязки могли быть в разных сказаниях. Здесь есть некая неопределенность. И есть часть рисунков, которая мне не поддалась для расшифровки. Я заметил одну любопытную вещь. Он, часто передает не действия, а размышления. Часто он изображает то, что думает герой. Интересный взгляд или форма подачи материала. В этом он любопытен и интересен. Его рисунки стали маленькими шедеврами. Сколько их он создал к нартовскому эпосу, никто, тем более он сам, никогда не считал. Чувствуется, что все фигуры движутся, как будто под музыку невидимого оркестра. Все оно вот так кружится. Эти девушки танцующие, они музыкальные. Эти рисунки а-ля прима. Эти рисунки, будут с подписями, а дальше мы дадим без подписей. Самые лучшие, интересные, но которые уже зритель, читатель может уже сам кое-что понять, расшифровать. В работах превалирует несколько тем. Самым любимым героем нартовского эпоса для Бутаева стал Нарт Батрас. Художник до конца дней настойчиво искал воплощение этого персонажа в рисунке. Это он воспринимал Батраза как меч, отражающий зло, отражающий подлость, осквернение и зависть. Зависть – это мать всех грехов, это всего зла.
Ефимом, рисунками его очень сильно заинтересовались, по крайней мере, одно английское издательство. И через отца Маева вроде бы как хотели заключить с ним договор. Но этот человек мог рисовать только когда волнуется. И он никогда не мог и не хотел рисовать по заказу. Ну, такой был человек. Он был только в творчестве и совершенно был, скажем так, как ребенок во всех остальных делах. Ну, например, был объявлен конкурс в Казахстане на, значит, монумент. Монумент, название к этому монументу «Юность». Вот. И этот, скажем, конкурс, он был объявлен не только в Казахстане, а и по СНГ, и в частности по России. И каким-то образом это дошло до Ефима Бутаева. Я не знаю, кто принес ему эту весть. И он придумал вот монумент, это «Юность», ну это шедевр, конечно, и отослал. И вы знаете, он выиграл первое место. Ефим Михайлович писал стихи. Рукописи его остались на рулонной бумаге для осциллографа. Чтобы судить достоинство людей, сначала сущность пса в себе убей. Лишь те друзья на самом деле, кто наши кандалы и на себя б одели. Художник неосуществленных проектов. Сколько эскизов, разработок так и осталось на бумаге. Стелла Транскам, санаторий Томиск, Алагир, Ардон, памятник погибшим в результате страшной трагедии в горах схода ледника Колка и многие другие. Осталась неосуществленная скульптура «Юность», дипломная работа, за которую он получил отличную оценку. Не завершив скульптуру «Юность», мне было б тяжко умереть. Ты извини мою угрюмость, мое решение все стерпеть. Ефима Бутаева не стало в 2006 году. Он ушел на 67-м году жизни. Я думаю, он не реализовал даже 10-й доли того, на что был способен. А что мы сейчас можем сделать, его друзья, поклонники его таланта? Он очень хотел, чтобы была издана книга Нардского эпоса с его иллюстрациями. Даже эта выставка показывает, что иллюстраций более чем достаточно для такого издания. Я думаю, это было бы очень хорошим ему памятником. Признаемся в том, что мы сегодня чуть-чуть стали лучше. Абсолютно так. Каждый из нас проникся образом, творчеством Бутаева. Глубокий взор, вперив на камень, художник нимф в нем прозрел, и пробежал по жилам пламя, и к ней он сердцем полетел. Покуда страсть уразумея, под лаской вкрадчивой резца, ответным взором Галатея не увлечет желанием Ирдея к победе неги мудреца.